Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, представитель Кабинета министров. Вы оба будете выступать, да? Пожалуйста, Ханыбек Талабекович. Здравствуйте, уважаемые судьи, уважаемые коллеги. Позвольте зачитать позицию Кабинета министров Кыргызской Республики. Вы немного громче или ближе микрофон к себе. Позвольте зачитать позицию Кабинета министров Кыргызской Республики, согласованную с руководством. Центр судебного представительства, как представитель Кабинета министров Кыргызской Республики, в соответствии со своим положением, считает доводы истцов Ахматова и Бекешева необоснованными и заявляет следующую свою позицию. Постановление Кабинета министров Кыргызской Республики о внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики о вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования 23 июня 2017 года, которое было утверждено от 17 августа 2021 года, номер 138, права были дополнены пунктом 54.1, который предусматривает запрет на замену кузова на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого содержания. Основанием для введения данного указанного запрета стало присоединение Кыргызской Республики к Конвенции о дорожном движении законом Кыргызской Республики от 13 февраля 2006 года, в рамках которого законом Кыргызской Республики о дорожном движении определено правостороннее движение транспортных средств с участием автотранспортных средств с левосторонним рулевым управлением, которое должно было определить порядок и обеспечить соответствующую безопасность дорожного движения в Кыргызской Республике. Как уже ранее было отмечено, учитывая сложную экономическую ситуацию ранее, определенное время был разрешен ввоз автотранспортных средств с праворульным расположением руля, что значительно ухудшило ситуацию в стране, в связи с чем впоследствии был введен запрет на ввоз и использование, как приведено в статье. Вместе с тем, как отмечалось, с учетом этого пробела в законодательстве, ранее до принятия вышеуказанного постановления Кабинета министров Кыргызской Республики от 17 августа 2021 года 138 гражданам беспрепятственно ввозились автотранспортные средства с правосторонним расположением руля, рулевого управления в качестве запасных частей или комплектующих стран, в которых разрешены автотранспортные средства. Таким образом, граждане, имеющие в собственности автотранспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, использовали данную схему для обновления принадлежащих им автотранспортных средств. Естественно, данное обновление проводилось не всегда соответствующим образом, так как отсутствует лицензированные, утвержденной мировой практикой соответствующие станции техобслуживания, либо представительства данных автомобилей. И также хотелось бы отметить, указанные изменения были внесены с целью обеспечения общественной безопасности при эксплуатации данных транспортных средств, поскольку частью 6 статьи 21 Закона Кыргызской Республики о дорожном движении запрещается ввоз транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории Кыргызской Республики, за исключением особого вида это машин для сельского хозяйства, строительства и так далее. Хотелось бы отметить, что граждане, истцы, обратившиеся с ссылкой, ссылаются на нормы статьи Конституции, это 15, 23, 24, 40 и 41. Хотелось бы отметить, что так как статьей 15 Конституции, частями 1 и 2 Конституции Кыргызской Республики предусмотрено, что частные, государственные, муниципальные и иные права формы собственности Кыргызской Республики признаются и охраняются в равной степени, собственность неприкосновенна, и никто не может произвольно лишен своего имущества. Пункт 54.1 правил не лишает собственности, не ограничивает их права, не забирает, она неприкосновенна также, в такой же равной степени охраняется, выдаются необходимые документы. Так что данный довод был не обоснован и не имеет подтверждения. Кроме того, хотелось бы ответить, что приводится статьи 40-41 Конституции Кыргызской Республики, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом результатом своего труда, и каждый имеет право на экономическую свободу, на свободное использование своих способностей, своего имущества для любой экономической деятельности, но хотелось бы ответить, что не запрещенное законом. Да? Кроме того,
например, пункт 1 статьи 220, пункт 3 статьи 222 Гражданского кодекса Крымской Республики указано, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права, охраняемые законом интересы других лиц. Да? Кроме того, уже было отмечено в выступлении истцов, что часть 2 статьи 23 Конституции Крымской Республики права и свободы гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Так что мы считаем, что вводимые ограничения, они соразмерны указанным целям и соответствуют всем нормам как Конституции, так и кодексов и законов Кыргызской Республики. В подытоживании, в соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Кыргызской Республики о дорожном движении установлено, что правостороннее движение транспортных средств, в котором принимают участие автотранспортные средства с левосторонним расположением рулевого управления. Также пунктом 4 статьи 21 Закона Кыргызской о дорожном движении указано, что единый порядок дорожного движения на всей территории Кыргызской устанавливается правилами дорожного движения. То есть правила дорожного движения вытекают из закона Кыргызской Республики о дорожном движении, который в свою очередь вытекает из международной конвенции, к которой присоединилась Кыргызская Республика, о которой было указано ранее. Подытожим, в соответствии с нормами части 4 пункта 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики не являются дискриминационными специальные меры, предусмотренные законом и направлены на обеспечение равных возможностей для разных социальных групп в соответствии с международными обязательствами. Так, хотелось бы подытожить, что введенное ограничение права государственной регистрации транспорта и оборудования, установки и оборудования, а также собственное утвержденное постановление соразмерно целям, указанным в законе Кыргызской Республики о дорожном движении, и не является противоречием Конституции. В этой заключительной части прошу отказать в удовлетворении ходатайства Бекешева и Ахматова. Спасибо большое. Спасибо. Курманбек Максутбекович, есть что добавить у вас к тому, что... Нет, уважаемый. А? Нет, уважаемый суд. Ага.